Добрый день, Сергей Августович, уважаемые участники расширенного заседания. Вопрос очень важный, так как сельское хозяйство является одним из важных вопросов народного хозяйства нашей республики, и потому всегда рассматривается вопросы сезонного характера, бюджетного финансирования всегда рассматривается в комиссии общественной палаты. Тем самым даже общественная палата нам помогает во всем, потому что мы, общественники, работаем везде, и в районах, и в республике, потому что те наши доклады, те наши выступления доходят непосредственно до людей, до населения нашей республики. Ну, чтобы доходчивая информация была, а то иногда бывает какая-то информация может быть неправильная, и потом могут быть и другие толкования. И потому и сегодня мы подошли, я не один подошел, у меня тут руководитель департамента, отраслевые специалисты, и они, если я не отвечу, они тоже они помогут отвечать на наши вопросы. Ну, по сути вопроса, у нас два вопроса, это сезонные работы, как раз таки по кормозаготовке, потому что у нас на зимовку скота и лошадей, если мы планируем на 1 января 171 тысяч, это крупный рогатый скот, это, конечно же, меньше прошлого года, я сейчас докладываю. Скажу. Так, 182 тысячи лошадей, это на уровне, скажем, прошлого года, по количеству поголовья скота лошадей, и 172 тысячи, значит, оленей. Это тоже уровень прошлого года, у нас снижение по крупному рогатому скоту. Так, ну, вот сейчас как бы в быту идет такое дело, то, что в этом году сенокосная кампания прошла в благоприятных условиях летом, так? И потому и в этом году как бы сенокос прошел нормально. Вот, ну, в народе так говорят. Но на самом деле это не только благоприятные условия, но и правильное планирование, бюджетирование нашей республики. Это Александр Павлович не даст соврать, в последние годы мы начали финансировать муниципальное образование по соглашению. Где-то если у нас, я в целом скажу, да, где-то если 14 миллиардов у нас бюджета, 7 миллиардов идет на соглашениями через районы, субвенции через районы проходят, это поголовье крупного рогатого скота, молоко основное, да, и первый квартал и второй квартал деньги где-то практически 7 миллиардов было направлено в район. То есть я хочу сказать, что деньги, пока до дороги есть зимник, да, мы стараемся авансировать сельхозтоваропроизводителей пораньше, чтобы они закупили сельхозтехнику, героические смазочные материалы, ну и подготовиться к весенне-полевым и летним работам. Вот я это хотел подчеркнуть. Эта практика уже последние годы стабильно работает, и в момент сенокосных кампаний, да, и я всегда руководитель этих штабов, зимовки, да и летних работ, сезонных работ, эти вопросы не стоят, потому что вот эта практика, по-моему, хорошая, и мы стараемся эти выдерживать вот такой принцип работы, что деньги достаточно сезонным работам дошли до людей. Так? И в прошлом году у нас скошено в этом году 367 тысяч сенокосных угодий, заготовлено 460 тысяч тонн сена, план перевыполнен на 1%, но основном все районы практически выполнили все планы. Силос у нас заготовлен 28 тысяч тонн, 19% больше от планового объема. Сенат заготовлен на 15 тысяч тонн, тоже опережением плана на 16%. Тут тоже хотел подчеркнуть один момент. Да, вот у нас с 2016 года работает программа кормопроизводства. Когда Алексей Петр Николаевич был министром, он начал эту работу, потом Александр Павлович. И вот это у нас, если мы гектарно, у нас по кормопроизводству было по 16, по-моему, тысяч гектаров, мы где-то 10 тысяч гектаров увеличили посевных площадей по кормопроизводству. Это за последний год. Потому что мы, программа кормопроизводства работает сейчас в 20 районах нашей республики. 50% финансирует республика, 50% район.
И для того, что закупили технику, вы, наверное, слышали, да, вот весной мы когда проводили День коневода в Амге, 10 тракторов практически передали нашим сельхозтоваропроизводителям. Это в Кладчину в район и Минсельхоз. И в других районах, в Верхнем Вилюйске, в Вилюйске. Сейчас эта практика пошла, и сейчас закупается сельхозтехника среднего характера, это МТЗ, по изгороди. Вот эта программа хорошо работает, и благодаря этой программе, по-моему, мы увеличили вот силости наши, потому что было время, когда мы всегда не выполняли эти параметры, и, конечно, по кормовым единицам, по зимовке скота у нас не хватало, конечно, кормов для крупного рогатого скота. У нас мобильные бригады работали, мы планировали 35 тысяч тонн заготовить отдаленных участков. На сегодня мы где-то возмещено затрат на 16 тысяч тонн, это мобильным бригадам 9 районов 14 миллионов рублей, оставшаяся часть потребности 29 миллионов рублей. Благодаря поддержке правительства согласована внесена в рамках второго уточнения бюджета на 2023 год. Ну вот это, вы помните, да, мы в прошлом году возили, каждый год возили сено по районам, да, и вот мы в этом году у нас сложности будут в Имиконском районе. Это наш серьезнейший северный район, где у нас 3 племенных хозяйства по табунному коневодству. Еще в перспективе там готовим 1, да, или 2 хозяйства по Имикону, потому что Имикон, традиционно табунным коневодством хорошо занимается. И мы планируем где-то 350 тонн сена. Хотели пока до Пором ездят, хотели довести, но там по одному мосту есть проблемы, и потому мы решили, как зимик станет, мы направим статы и самги сена будем перевести в Имикон и в Фураж. Если они закупят, то транспортные расходы возьмем на себя. А остальные районы, которые традиционно косят, например, вот есть в горном районе, как зовут Данилов. Петр Петрович, он всегда, у него там, несмотря на то, что он кормопроизводством занимается, то у него там горным сена не хватает, и он всегда косит сено то в Хангаласском или в Якутске. Есть крестьянское хозяйство Харлампия, он в Вилюйском районе, Дюкачане. Он тоже там по кормопроизводству работал, то он заготовит всего 150 тонн сена там на месте, и 350 тонн где-то заготовит здесь на островах города Якутска. И проще ему возить отсюда сено, чем, например, за рекой Вилюйского Луса, мостах и в Кулице. Там дороги нет, а тут проще, он едет по трассе и быстро довозит сено. Вот такие схемы тоже остаются. Мы эти перевозки будем поддерживать, потому что нам нужно в целом озвучить, да, сколько скота нам нужно за зиму, чтобы обеспечить зимовку. Зимовка уже 14 октября практически началась, день, и мы уже считаем, что 200 дней прошло, и сейчас мы обратно считаем каждый день. Наверное, сегодня 190 дней остается до конца зимовки. Вот это мы точно знаем. У нас идет сокращение, к сожалению, крупного рогатого скота в целом. Да? Несмотря на то, что поддерживали 37 тысяч поголовья на УПХ, но, к сожалению, снижение крупного рогатого скота идет во всех районах. Не только в одном, да, и во всех районах идет сокращение крупного рогатого скота, в том числе и коров. На 6% снизилось общее поголовье крупного рогатого скота, чем в прошлом году. 74 тысячи голов у нас коров, из них это 5%. Немножко увеличилось на сегодняшнюю дату поголовье лошадей, 240 тысяч, это до забоя идет. А потом забой будет, где-то у нас 182 останется. Значит, 242, 40 это где-то мы 58 тысяч должны забить. Вот забой как раз начнется. Так?
Так, ну это я насчет крупного рогатого. Отел у нас 58 тысяч голов отелилось, это уменьшилось на 6%. Это сказалось зимовка того года, да, и потому у нас позапрошлый год был сложным, и у нас уменьшение идет в целом по отелу куров на 6%, отелилось 77% от маточного поголовья крупного рогатого скота. И сказалось то, что вот тоже вот мы уже начали выдавать субсидии на поголовье, и много частников уже скот не надаивает ничего, просто на подсос отправляет. Из-за этого вот яловость появилась. Мы так растили. И по лошадям тоже позапрошлом году 57% было у нас жеребилось кобыл, а в этом году мы предварительно на 52,3%. Но зато северный район у нас хорошо работает, например, вы помните, Лекокрыль у нас самый сложный район, да, Среднеколымский район, там у нас конезавод Лекокрыль. Вот 5 лет назад у него деловой выход был только на 23% снизился. А сейчас немножко руководители поменяли и начали подтягивать, и где-то они уходят уже 55, даже 60%. Это хороший показатель, если не Пермского района. Вот. На северные улусы всегда на контроле держим. Так, по искусственному осмелению хотел несколько слов говорить. Да, план искусственного осмеления у нас 19 улусов в городе Якутске составляет 38 400 голов. На 1 октября осмелено 23 тысяч голов коровьих телок, в том числе население 11 тысяч голов, крестьянское хозяйство 4 тысячи голов, 5400 голов и сельхозпредприятие 6300 голов. В целом, по сравнению с прошлым годом у нас охват контингента коров осмеляемых составляет 37%. Всего в республике в данный момент работает 280 техников-осеминаторов. Но для улучшения генетического потенциала и наращивания качественных показателей по продуктивности крупного рогатого скота в улусах агроплем, улусы для нужд скотоводов республики доставили 51 тысяча тонн семени племенных быков производителей, также доставлено 32 тысячи литров жидкого азота. 32 тонны направили в район. И я хотел подчеркнуть, что мы конкретно не продаем семя быков производителей, а даем только кто заявочной компании, и это все поставляется бесплатно. Так, на сегодня у нас уже, я уже говорил, да, 460 тысяч грубых кормов у нас имеется, это с учетом остатков прошлого года, зимовка началась. Ну и вот с таким запасом вкратце у меня по зимовке, в начале зимовки отчет заканчивается, и перехожу на второй вопрос. Вопросы, наверное, после второго вопроса. Да, давайте я сразу, потом вопросы будут. Вот по выполнению производственных показателей по переработке молока и мяса и сельхозпродукции. За прошлый год по объему валовой продукции всех категорий сельхозпроизводителей республики занимает третье место среди субъектов ГФО. На ее долю приходится около 9% от всего объема валовой продукции сельского хозяйства округа. По итогам 2022 года, да, объем производства продукции сельского хозяйства оценивается на 301 миллиардов 100 миллионов рублей. А в прошлом году у нас сколько было? 29 было до этого. 28 было, да? И вот где-то на 31 миллиард рублей вышли. И с индексом производства где-то на 101% мы увеличили производство, валовое производство сельского хозяйства республики. Не снизили, я хотел это отметить. А то можно говорить, что идет повсеместное снижение. В январе и сентябре текущего года произведено продукции сельхозпродукции на 22 миллиарда рублей, индекс производства составляет 102%. Всего в республике за 9 месяцев текущего года надоено 127 тысяч тонн молока на уровне прошлого года. Произведено скота, птицы, убой, живой весе 4 тысячи тонн с отставанием в сравнении с прошлым годом на 6%. И произведено 130 миллионов штук яиц, что на 19% больше, чем в прошлом году.
По яйцам, да, я хотел остановиться по якутской птицефабрике. Если мы в прошлом году производили 80, по-моему, 8 миллионов яиц, да, в этом году выходим на 96, по-моему, миллионов. Это, видите, как увеличение идет по яйцам, да? Это якутская птицефабрика одна. И мы на 24 год уже, осталось 60 дней только, и выходим на 100 миллионов яиц в год. 100 миллионов. Благодаря поддержке Александра Павловича, я хотел отметить, моего министра, да, мы поддержали вот эти поэтапные реконструкции всех цехов, действующих цехов якутской птицефабрики, и выходим на 100 миллионов. При Ягодкине, по-моему, было где-то 120, по-моему, миллионов выходили, да? Это какой год? Это 85-й год. Мы спаем. Да, Ягодкине. А сейчас вот мы постепенно выходим тоже на такие рубежи, которые было достигнуто в советское время. Это, наверное, радует. И по этой становскости тоже наша якутская фабрика выходит среди таких, ну, нормальных заводов, которые существуют в России, да? Десятки хороших, 320 яиц в год. Это средний показатель на одну несушку. Это тоже, ну, скажем, средний показатель по России. И мы хотел подчеркнуть, что мы не отстаем. Так? По предварительным данным, общая посевная площадь сельхозкультуры республики составляет 48 тысяч га, что составляет 99,5% от запланирования размера посевных площадей. Посевная площадь зерновых культур составляет 11 тысяч га, картофеля 7 тысяч га, овощей открытого грунта 1,3 тысяч га и кормовых культур на 28 тысяч га. Средний урожайность 11 тысяч га, намолоченная около 12 тысяч тонн зерна, что на 21% больше, чем в предыдущий год, было 10 тонн, например, да, а в этом году 12 тонн получилось. Так. Уборочные работы по сбору урожая картофеля и овощей завершены. Во всех хозяйствах накопано 64 тысяч тонн картофеля и средняя урожайность 95 центнеров гектара. Около 31 тысячи тонн овощей, незначительным перевыполнением плана на 1%. Тут хотел отметить вот последний наш проект, да, вот как раз таки по Союзе. У нас прошлый год план был 2,300, да, выполнили где-то 2100 тонн. В основном где-то 90%, 85% томаты, огурцы, потом томаты и зелень. Так, да? И в этом году у нас план 2,5 тысячи. Так? Вот такой план амбициозный поставлен по Союзу. Горожане, знаете, что по продукции Союз уже поступает в магазины в городе Якутска. Да, сначала же Арсений Сергеевич, когда в городе это открывали, да, мы направили сначала детские учреждения, больницы, да, поставляли, а потом сейчас уже продукция пошла уже народская. Проблемы есть, но это решаем. Да? Так что можем и по новой технологии мы запросто работаем в наших условиях. Ну и по молоку. Это важный вопрос, всегда все спрашивают, сколько молока, сколько у нас в республике. 64 тысячи тонн. По объективным данным заготовлено у нас 53 500 тонн. Так? Молока или 84% от годового плана. По оставанию идет с аналогичным периодом на 3%. Заготовка молока. Так. У нас остают Алёкминск, Чурапча и Усолданский район. Вот 3 района. На 1 октября произведено масло в сливочном объеме 1100 тонн или 67% от плана. Снижение 5%. Кроме сырого, значит, молока, кроме сырого, 1869 тонн с приростом на 6%, чем в прошлом году. Сметана 655 тонн, также с приростом на 6%. Кисломолочных продуктов 2975 тонн, с приростом 3%. Произведен творога 380 тонн на уровне прошлого года. Сливок 700
75 тонн, это меньше, чем в прошлом году 9%. По заготовке картофеля овощей в текущем плане составляет 6 тысяч тонн и 1900 тонн, соответственно. Уборка завершилась, освоение идет поступательно по картофелю 60% или 3,6 тысяч тонн, овощами заготовлено 1,9 тысячи тонн или 64% от плана. Ну и еще и не завершилось этот процесс, так ведь, да? И потом еще эти данные, еще через месяц-полтора уже будут нормально, уже будет четкая цифра будет. По мясу, да, забой только начали, да, и заготовки 655 тонн мяса КРС и 214 тонн мяса лошадей. На сегодня заготовлено 66 тонн мяса КРС под планы 10%. И лошадей 11 тонн. Мясо лошадей это 5% от плана. Ну, пока забой еще не закончится. Ну, уважаемые коллеги, у меня вот такая краткая информация. Если вопросы будут, конечно же, мы ответим на ваши